Макс, отвечай быстро и не задумываясь. Сколько надувных шариков может поместиться у нас в студии? Оль, ты чё? Не знаю я. Не прошел. Что не прошел? Ты не прошел собеседование. Понимаешь? Не понимаю. Ну, понятно, ты не понимаешь, потому что такие вопросы задают на собеседовании в компании PVH Coopers. Неожиданно прям, как этот вопрос отображает компетенцию в вопросах аудита и консалтинга, которыми занимается эта компания. Неважно. Всем привет, друзья! Это шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Доброе утро, здравствуйте! Кстати, думаю, Саша Шипенко своими неожиданными вопросами в рубрике «Утиные истории» отлично подготовит минчан к таким собеседованиям. Относиться к жизни серьезно слишком скучно, а не серьезно чрезвычайно опасно. С вами Шипенко Саша и рубрика «Утиные истории». Мы начинаем. Почему кленовый лист знает, что он обязан вырасти, похоже на флаг Канады? Ему так сказали. Кто? Ну, кто его вырастил. Вот он растет, ему говорят, ты должен вырасти так. Ну, он растет. Мне сказали, я должен вырасти хорошим, высоким. Я вырос хорошим, высоким. И умным. Да. Я думаю, он этого не знает, он об этом даже не задумывается. Почему? Кленовый лист. Почему он вообще существовал еще, мне кажется, до появления Канады? Кленовый лист. Или он появился уже... Я думаю, генетически заложено. Это природа. Природа все решила сама. А ваше мнение? Это флаг Канады похоже на кленовый лист. Дурашливые вопросы, дурашливые ответы. Дурашливые? Дурашливые. Как его создали, так он растет. Кто создал? Естественно, люди. Я думаю, что он не знает. Он просто вырос, такой, какой он есть. А просто Канада решила, что у них такой будет флаг. Все. Интересная версия. Может, потому что он считает, что в Канаде жизнь лучше. Не знаю, наверное, так заложено изначально. Какими-то кленовыми правительственными организациями. На то воля Божья. В каком веке Пушкин познакомился с Шерлоком Холмсом? В прошлом. А вы? Они не были знакомы. Почему? Почему они были знакомы? Почему не были? Потому что разные века, разные страны, разные государства. Только поэтому? Только поэтому. Ни в каком. Почему? Потому что жили в разные века. Какие-то у вас странные вопросы. Они не познакомились. Пушкин жил в России, Шерлок Холмс, к сожалению, не в России. Я не знаю. Ни в каком. Почему? Потому что Шерлок Холмс — это же персонаж книги. Ну, тут о чем вы думаете? Я встречным вопросом задам. Так нельзя. Ах, как это так обидно. Так нельзя, диалога нету. В каком веке Пушкин познакомился с Шерлоком Холмсом? До свидания. У вас глупые вопросы. У меня маникюр, спасибо большое. Кто, будучи легкомысленным, потом стал серьезным, тот освещает этот мир, как луна, освобожденная от облаков. С вами был Шипенко Саша и рубрика «Утиные истории». Всем пока. Далее в программе участники «Импров Минск» Сергей Горох и Артем Гаус. Тут должно быть хорошей шутки. Начало и конец. Ну давай, вот я кассирша. Каждый магазин бы таких кассиров. Просто спел на французском. Продолжилось после песни просто тело содрогаться. Ребята, да вы крутые. Может быть, какой-то бойс-бенд? Я переживаю, что я опозорился на всю страну. В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И рад представить гостей нашей студии. Это участники проекта «Импров Минск» Сергей Горох и Артем Гаус. Кто грустит на свадьбе? Вот Шпротина, которая стояла в центре стола, и над ней все чокались и водку пролили на нее. И потом на холоде она немножко подмерзла и сейчас зачерствела. И И грустит. женщина, которая ее в пакет собирает. В чем смысл жизни? Вафли? Шоколадные вафли. Твой вариант. С карамельной начинкой. Самое смешное имя. Аркадий. Рипл. Аркадий Рипл.
Эдуардович. Сергей Горох и Артем Гаус, участники проекта «Импров Минск», победители прошлого года в проекте «Импровизация команды». Сергей Горох признается, что для того, чтобы рассмешить комика на одноименном шоу, разделся. Артем Гаус команде отвечает за ботанские шутки. В команде есть еще 2 участника, один из которых — ведущий шоу «Подъем» Макс Заяц. Привет, пацаны. Здорово. Ребят, привет! Вы участники импровизации, верно? Верно. Чем эта импровизация отличается от... импровизация команды отличается от обычной импровизации? В чем разница? Нужно, наверное, рассказать вначале вообще, что есть такой проект. Может, кто-то не знает, скорее всего. Такие Расскажи, есть. Сергей. Там уже будет не просто 4 актера делать какие-то вот смешные вещи, а это будет именно баттл, команда на команду, 4 на 4. 4 на 4. Да. То есть эти ребята, которые ведут импровизацию, актеры, импровизация основной, и другие команды. Нет, они Или как? больше будут... Шастун будет вести эту передачу, кто-то будет сидеть в жюри из них, а именно новые, молодые, неизвестные пока что никому импровизаторы, такие как мы и другие, будут состязаться между собой. Это будет турнирная сетка, там будет 1/8, 1/4, 1/2. Класс. Ребят, а как можно оценить импровизацию команды? Ну, то есть это какой-то юмор, смех или вот каким критерием жюри это оценивает? Кто? Конкретно в этом проекте Как есть это система, просто жюри ставит баллы за шутки. Причем это видно всем зрителям сразу. У них есть планшет, они нажимают на кнопку и раздается звуковой сигнал, если им шутка понравилась. Не сказать, что мы в восторге, наверное, от этой схемы. Но она какая-то более-менее справедливая, потому что в основном совпадает всегда с мнением зала. Там всегда мы на живых зрителей выступаем, они смеются, члены жюри ставят за это баллы. То есть ни разу не было такого, что А вы я тоже был... видите, да? И ни разу не было такого, чтобы я был не согласен с каким-то судейским решением. Ну, то есть ты выступаешь, ты находишься в каком-то образе, играешь какую-то сцену, пошутил, и тут так вот плюм! Вот так очень громко на весь зал. Первые игры прям это сбивало. Потом, конечно, привыкаешь. Мне наоборот нравится, потому что я понимаю, что я делаю что-то правильно. Значит, смешно получилось, все хорошо, надо продолжать в том же духе. То есть меня это больше бодрит как-то А мотивирует. если нету? А если ты А делаешь если все нет, правильно, это и его плохо, да, нет? и ты не слышишь этот звук, ты такой, так, что не так? Перед Новым годом был финал проекта «Импровизация команды», в котором вы победили. И вы тоже, Максим, победили. В котором мы победили, обошли команды из Тамбова, из Нижнего Новгорода и из в Курска. финале победили Курск. Насколько сложным был сезон для вас? Для меня он больше просто как протек. Для вас как вообще? Насколько хорошо нужно шутить, чтобы победить? Это был сильно сложный сезон для меня лично, потому что мы встречались, вот весь сезон мы играли против команд, которые были первыми, вторыми и третьими в прошлом году. Ну, То есть нам мы по сетке попадали явные попадались фавориты. очень сильные команды, да, Так это каждый же раз. круто. Но Ты нам было сражаешься сложно. с сильнейшим. К тому моменту не было такого, что мы тоже фавориты. То есть мы буквально второй сезон участвовали тогда, а в прошлом году мы недалеко дошли. Поэтому мы такие были андердоги в каждом батле до самого конца. Ребят, а шутили вы когда-либо про звезд шоу-бизнеса? И если да, то обижались ли они? Они не в курсе, скорее, Они вряд ли скорее всего, обижались, да. да. Но вообще, да, там даже есть конкурс, который на этом основан. Там нужно, в общем, достать бумажечку, на которой будет написано какая-то известная личность или персонаж. И нужно сказать, типа, девчонки или там парни, меня бросил, там, допустим, Валерий Меладзе. И мы должны его утешить как-то, исходя из этой информации, что Валерий Меладзе не такая уж и потеря, в общем, найдешь себе получше. Ну и вот, соответственно, там много известных. Что каких-то такого? было людей. Красиво вошел в твою грешную жизнь, красиво ушел. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях участники «Импров Минск» Сергей Горох и Артем Гаус. Йоу. И Максим Заяц. Есть же кто-то в команде, кто отвечает, за серьезность, да, кто, может вывести там какую-то, не знаю, там, кто там самый веселый, кто самый, может, красивый, например. Так, мне с Максом еще работать, он просто... У кого лицо зеленое, Очевидно, все, у кого, да, лицо похоже на есть картошку. какие-то такие роли, такие внегласные? Нет, скажем? внегласно, просто сложились какие-то образы у нас, и мы понимаем, что если там нужно отыграть что-то там пластическое, показать какое-то животное... Нет, это Максим. Это Макс? Если... Ну, если станцевать, Ладно, то если Сережа. станцевать, то я. Да, вот ты ж... Артем у нас Если ботаник. пошутить про молекулы, то, Да, если про пожалуйста, обращайтесь. Пастернака процитировать, это вот Артем. А если к смешному, то Сережа Шевель. Да. А есть человек, который все вместе умеет это делать. Это наш сенсей. Ребят, а бывают споры из серии, допустим, мы там из-за тебя проиграли, ты плохо пошутил, ты сегодня не такой красивый. Есть такое? Не, ни разу Мы такого не друзья. было. То есть нет, Вот у нас никто вообще никого не обвиняет, команда да? собиралась по принципу, в первую очередь, друзей.
То есть у нас не было такой цели там взять самых смешных людей, которые есть в республике, и потом из них сделать какую-то команду. Мы изначально собрались как друзья, и уже потом решили, что мы все вместе. Даже если нам не хватает какого-то мастерства, мы просто начнем этому учиться и научимся. И Вместе. пока что так и И получается. это очень важно, потому что есть пример. Не секрет, наверное, что вот этот проект импровизации команды снимал пилотный выпуск для того, чтобы запускать это на телевидении. И они сделали 2 пилота, сняли. В одном пилоте взяли готовые 2 команды и схлестнули между собой. В другом пилоте они сделали 2 сборных из самых сильных участников других All команд. Stars. Что интересно мне было? Не получилось вообще магии вот в тех командах, которые были собраны из разных людей. То есть они взяли там, выбрали лучшего из этой команды, лучшего из этой, лучшего из этого, сбили из них 4. И это были 4 по отдельности очень сильных человека, которые просто не могли между собой словиться. Они просто не чувствовали друг Не друга. коннект. И этот пилот намного хуже, хотя по людям, по идее, Сильнее, синергии не было абсолютно никакой. Как прокачивать мышцы юмора и нестандартного мышления? Вот что для этого надо Расскажите, делать? мне тоже. Да хочется знать. заниматься. Чем? Но вообще же есть много упражнений, которые помогают развивать. Какие? Я тоже об этом вообще не знал. И вот у нас есть наш 4-й актер, это Сережа Шевелев из Гомеля. Он как будто Наш бы... сенсей, он создан, Сплинтер. он почему-то был создан, да, для этого. И он разбирается, и мы когда приходили на тренировки, это так можно назвать, он нам давал какие-то упражнения, которые помогают развивать какие-то качества, скорость там мышления. Дай, какие-то пожалуйста, мне нестандартные. какое-нибудь упражнение. Ну, вот что-нибудь, вот что мне надо Ну, сделать? вот, допустим, я не знаю, что первое пришло в голову, я не помню, как называется это упражнение. Показывай. Вот я показываю, допустим, что я, будто бы копаю сейчас. Первое, что приходит в голову, я копаю землю лопатой. И нужно предложить огромное количество вариантов, что я делаю другое. Он говорит, ты сейчас не копаешь, ты сейчас. Ты джедайским мечом пытаешься убивать гномов. Да. И вот нужно накинуть огромное количество разных вариантов, и уже на 13, 15 и 25 вариант ты придумаешь что-то вообще нереальное, о чем ты бы не подумал никогда в жизни. Серьезно? Оказалось бы, ты просто копал землю, да. То То есть это есть упражнение... нестандартное мышление, Да. да, по-другому? Ну, до этого мы все играли, мы с Артемом играли в одной команде КВН, а Артем даже когда с Максом играл, то есть у нас вообще тут Санта-Барбара КВНовская. Потом мы начали заниматься все стендапом, то есть начали потом писать шутки на телевидении, то есть юмором долго занимаемся. И я думал, что вот мой багаж юмористический, он мне позволит просто выходить на сцену и уже на опыте делать что-то смешное в импровизации. Нифига. И вообще не Да? так, не работало максимально. Пока не научился. Вот это как будто была одна дорога, а сейчас вообще другая. Возможно, даже там, не то чтобы в другую сторону, куда-то вот она уходит, и ты должен учиться этому ремеслу вообще с нуля прям. Ну, безусловно, этот багаж, он помогает. Он, Помогает. конечно же, ты быстрее учишься, но учиться все равно надо. Без знаний ты не выплывешь. Не получится. Ребята, а сталкивались ли вы с какой-то неадекватной реакцией зрителей? Но они Любой слишком- зритель в зале понимает, насколько вообще сложно. Если зритель не понимает, у нас есть тоже очень простой прием. Зрители на наших минских концертах активно участвуют вообще во всем происходящем. Обязательно нужно, чтобы люди нам помогали. Без них не состоится импровизация. То есть мы просим, дайте нам, пожалуйста, персонажа. Они говорят Буратино, мы говорим, хорошо, смотрим Буратино в сельском магазине, условно говоря. И иногда ты обращаешься к зрителю в зале, просишь его назвать 2 буквы, которые тебе нужны для импровизации, и человек вот так вот допустим, не может, то есть, короче, сложно. Теряется, да? Да, и люди все понимают, насколько это сложно. Но вот почему-то кто-то в тот вечер пришел с какими-то завышенными ожиданиями. Я не знаю, какого чуда они там хотели увидеть на сцене, но вот в течение, допустим, 1 минуты ребята не пошутили. Не было смешной шутки, которая ушла на разрыв. Им кто-то прям из зала крикнул «не смешно». Ребята Как на это профессионалы. реагировать? Тамбов, они очень крутые. Они вообще даже близко не посыпались. Они просто закончили этот номер и вышли на следующую свою сценку с шуткой про это самое событие. То есть отбивать такое тоже сразу надо. Он там, по тексту я не помню точно, он примерно сел, говорит, я проанализировал, значит, наша команда не попадает в аудиторию девочек 14 лет, поэтому там, и как-то ее, в общем, смешно. И обыграл, да? И все накинул, посмеялись, И все да? посмеялись, и все. Да, круто было. Все напряжение. Нивелировали, да, вот эту Абсолютно. историю? Это тоже юмористическое айкидо было. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях участники Импров Минск Сергей Горох и Артем Гаус. Пацаны, мы всем гостям предлагаем какие-то интерактивы, поэтому шокер на тебе не просто так. Ваш интерактив называется «Кара-шокер». Сейчас будет караоке. Вы должны будете петь на иностранном языке. Если будете как-то сбиваться, я буду бить током. Это самые простые условия. Давай посмотрим, работает Да ли. мы уже смотрели! Что, работает? Сейчас нет. Ну вот. Сейчас работает. Все. Прямо мне больно стало. Караоке с утра, это, конечно, сильно. Итак, утреннее Шоковое караоке. караоке. Первая песня А исполняет Артем Гаус. Давайте-ка начнем.
Вообще из головы... О, это Эми. Station, please. Что ты поешь? Текста не было еще. Ты пой, когда текст When был. the real Slim Shady, please stand up. Как ты это знаешь? Когда текст будет, пой. Вот сейчас, Не не пей, сейчас подожди, пой. не пей, не пей. You like delicacy, a right person before, just toss on the floor like pun, like Tommy just was in the door and started for before, so furniture. In the turn of the, oh wait, no way, you didn't just say what I said, he did he, and Dr. Dress said nothing, you idiots! My best friend, feminist movement like Eminem, chicka Slim Shady, I'm 3 раза, Чика, 3! Ты 2 раза сказал. you know who, yeah, but he's so... Oh, Chris Pepper can't lose by posters that's going on. When the real Slim Shady, please stand up. Вообще не туда. And that's the message that we even like kids and expect to whatever stories. Of course they wanna go was intercourse by the time kids first graduate Discovery Channel. Don't say we ain't no seeing by them as well. Among cannibals who cut other people up like a children, but if he come dead animals and antelopes, then there's no reason to the man of another man cantaloupe. But if you feel like I feel, I go such a dog woman wicked but you know secret choice and I go to Slim Shady. The real Slim Shady, the Slim Shady. So on the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Please stand up. Молодец. Артем, да ты крутой. Please stand up. Молодец. Очень жалко Please тебя stand было. up. Меняем певца. Ну что, следующая песня. Солист Сергей Горох. Погнали. Ой. Ой, какая песня. Сейчас мы будем все Дамы плакать. приглашают кавалеров. О, no. Well, ladies, the team built down. All they did now will push you fight. They don't ever... У меня еще и зрение плохое. Pound will let in. Там со слухом But вопросы. about stranding in the light of you, Heido, I'm my angel now. It's like being... Помогай мне. За Артема тебе, за Артема. I'm looking now. I'm supported. Ольга Владимировна, простите меня, ради бога. Фух. Сергей, ты лучший. Ты лучше, чем Я думал, Бейонсе. будет вот это I'm a single lady, вот это. Вот за красивый танец был. Получил бонус-балл. Оказалось, что следующее на мне, да? Макс, ну ты же тоже участник Импров Минск, поэтому ты должен поддержать ребят. Да, Макс, ты Пой, должен. пой, Светик мой там, кто ты там? Ага. Макс, ну мы готовились. Это же не русский, это Ну как есть. же... Это какой-то французская язык, певица, подожди, хотя бы. А, так французский? О, так смотри. Donnez-moi, you steal it, et je n'en veux pas des bijoux, des cheveux Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi le limousine, je fais ce quoi, offre-moi. А где цифры были? Я цифр ждал. Chantal, ce n'est pas pour moi, offre-moi. La tour, Eiffel, j'en fais quoi, là. Я первый раз слышу Сейчас эту все песню. вместе. Je veux de l'amour, de la joue, de l'amour à humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur la gueule. Allons ensemble de cuir, ma liberté oublie d'un coup avec le cheveu de bras dans le Как цыганка зашла. J'en ai... Он в какой-то момент обогнал слова и начал просто придумывать свои. Ты просто, И не проверишь же, да? просто спел на Я французском. продолжилось после песни просто тело содрогаться. Я просто... Ребята, да вы крутые. Может быть, какой-то бойс-бенд? А может, эта штука раскрывает просто талант? Я какой-то? Давай согласна. тебя попробуем. Как эмоции, ребят, ваши? После песен. Ну, по тебе Я хорошо. переживаю, что я опозорился на всю страну. Она же смотрит вся страна. Конечно. Ну, ты не опозорился, ты спел с Бейонсе. У меня Зас телефон в спел. кармане зарядился.
Если вы не хотите, чтобы вас каждый раз било током, когда вы начинаете говорить на иностранном языке, то вам надо в языковую школу Speak Enjoy. Мыслить и разговаривать на чужом языке в короткие сроки реально. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И сегодня у нас в гостях участники Импров Минск Сергей Горох, Артем Гаус. Начался новый сезон импровизация команды. Как оцениваем наши шансы? И как прошла первая игра? Уже была первая игра сезона. Так, у нас была игра не так давно. Мы играли с командой из Урала, из города Екатеринбург. Очень крутые ребята, они чемпионы лиги. То есть, кроме той лиги, в которой мы участвуем, она, ну, если, грубо говоря, сравнивать с КВН, это высшая лига. А есть еще лиги в разных регионах. Вот они чемпионы своего региона, и мы с ними играли. Но мы выиграли этот баттл. Вот. Не знаю, как сказать. Ну, можно сказать, что... Ну, с хорошим отрывом. Хорошим отрывом, Тут да. сухие цифры, там примерно счет 74-46, что-то такое. Это не потому, что мы прям настолько на голову выше, или поэтому, как Или раз, я не знаю, как поэтому. сказать. Ну, это На эффект опыте первой игры. просто. Мы первый раз в этой сцене тоже сыграли не очень хорошо. Мы тоже, это все равно на тебя давит. Новая сцена, высшая лига, там сейчас он эту игру ведет. Ну, все равно зал как-то там воспримет, не воспримет. То есть есть, ну, понятно, что они, скорее всего, не раскрылись там полностью. А мы уже из-за того, что мы там много раз были, мы чувствовали себя расслабленнее, да, комфортнее. Поэтому получилось хорошо сыграть. Ребят, есть канал на ютубе, называется Label.com. Очень популярный в последнее время канал. Там выходят такие проекты, как «Что было дальше», «Блицкриг», «Созвон» и проект «Ростбаттл», где принял участие Сергей Горох. Сергей, расскажи про этот проект, как ты туда попал, как ощущения. Что по подписчикам потом? По приливу подписчиков? Не очень, я не сильно хайпанул, но было круто. Я там снялся, посмотрите, классный выпуск, дошел там до финала, но не выиграл, но было прикольно. В чем суть проекта? Расскажи для тебя. Проект заключается в том, что комиков сталкивают друг с другом в юмористическом баттле. То есть они должны друг друга как бы в юмористическом стиле уничтожить, прожарить. Простебать. Так это похоже на прожарку, да? Это похоже на прожарку, только там основной Дуэль, смысл, что это есть больше какой-то, дуэль. да, гость звездный, и его все прожаривают, а здесь дуэль. То есть, ну, 1 на 1. И потом там турнирная сетка тоже. Победители проходят во второй тур, в третий. И в самом конце там звездный гость, который является членом жюри. И вот его уже нужно в конце прожарить, что больше всего похоже на классическую прожарку. Сергей, ты же выиграл «Рассмеши комика», да, в Украине? Да, 4 раза. 4 раза, да. Чем ты брал жюри? Первый раз вообще ужасно все было. Почему? Потому что у меня закончились шутки в какой-то момент, А как но они еще так? шла минута. И что ты делал? И я начал почему-то раздеваться. Ну как раздеваться? Снимать штаны давай. так. Да. В смысле, ты реально стал раздеваться? Да. В следующий раз, когда я приехал, я уже чуть больше подготовился. Мгм. Вот, и получилось прям шутками выиграть. Но там было тоже не просто все, там видеоповтор был. Там есть такая вещь, как будто бы я не выиграл, и потом посмотрели видеоповтор, что на какой-то секунде там они засмеялись, и я выиграл. А уже 3-4 раз чистенько. Я еще так расставлял шутки, у меня была стратегия, мне кажется, я вывел вообще идеальную формулу для победы в «Рассмеши Расскажи. комика». Расскажи. Ну, так, конечно, не расскажешь сразу. Ну, по Я чуть-чуть. просто расставлял шутки. Штаны снять в Я, конце. я придумал сам для себя классификацию шуток. Вот, и я их по разным цветам распределил. То есть у меня были голубенькие, зелененькие, желтенькие шутки. И ты в И определенные... я их расставлял так, чтобы, да, Получилась радуга. чтобы получалась какая-то комбинация из шуток. Я понял, что одной смешной шуткой тяжело рассмешить. Я их расставлял так, чтобы накопительная система в какой-то момент работала. Но и в самом начале тоже с первой шутки не рассмешишь. Поэтому какую-то шутку туда на убой больше ставил, типа на проходную такую. В общем, разработал какую-то себе систему и по ней она вот сработала. и 4 раза выиграл по этой системе. Да. Так давай про импровизацию дальше. Сейчас будет любимый ваш вопрос. Пригодилась ли в жизни когда-нибудь вам импровизация? Какой-нибудь случай с этим связанный, где удалось как-то... Был один случай, меня однажды заставили петь Эминема на скорость. И нужно было это делать быстро, чтобы не било током. Шокер прицепили к вам, да, в тот день? Нет, тогда не было. А у тебя, Сергей? Не, ну только в каких-то юмористических проектах. Еще мне очень круто в магазине получается с кассиршами смешно разговаривать. Это мое любимое вообще. Но это Расскажи. работает только если я с кем-то. То Расскажи. есть, когда я просто прихожу один в магазин, и она меня там начинает спрашивать, вам пакет или что, я сразу стесняюсь, не знаю, что это. Но расскажи. если я пришел с кем-то, я начинаю сразу там, ну, типа... Ну давай, вот я кассирша. Оля, зачем Вот ты нет рассказываешь? таких- Каждый магазин бы таких кассирш, да. Артем, ты часто Да. путешествуешь. Где был в последний раз? Ну, из мест, где из явных путешествий, где мне прям понравилось, Румыния. В Румынии? Да. Там, где граф Дракула? Да.
Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И сегодня у нас в гостях участники Импров Минск Сергей Горох и Артем Гаус. Ребят, продолжаем интерактивы. Наш следующий называется «Пата-патамушка». Ребят, правила конкурса. Сейчас с помощью вот этих карточек я буду погружать вас в какую-то ситуацию, вы должны будете эту ситуацию объяснить. На одной карточке написано место, на другой предмет. Мы их совмещаем, и, собственно говоря, вы выкручиваетесь. Готовы? Да. Итак, в деревенском казино коровы не мычат. Почему? Они поставили мычание на черный и проиграли. Потому что это лимузинная порода коров, и они заняты, они развозят гостей. Макс, давай следующий вариант. Продолжаем. Почему в сумочке у Ольги Никифоровой, это вот Ольга Никифорова, почему в сумочке у Ольги Никифоровой все возмущаются? Потому что они не хотят находиться внутри сумочки, они хотят видеть все время, какая красивая Ольга Никифорова. А из сумочки, они ее только видят, она когда открывает сумочку за помадкой туда, они такие, а потом сумочка закрывается, и они думают, когда же она уже в следующий раз в сумочку-то заглянет посмотреть. А там такие, как в «Люди в черном», да, когда ты открываешь камеру хранения, и там такие, славься, Оля, славься, Оля. Продолжаем. Почему в ванной у Артема Гауса? Это он. Это, да. Я был в его ванной, сейчас мне интересно. Почему в ванной у Артема Гауса совершеннолетие наступает в 40 лет? Она молодит. Почему на даче у Егора Крида в магазинах не продается живая рыба? Потому что он любит целовать карпа в губы. Ух, Мы идем дальше. Почему в деревне Камушки Драгичинского района нельзя говорить слово «дирижабль»? Там можно отхватить за такое. Потому что там говорят Led Zeppelin. Дирижабли Драгичинского района, как там скороговорка звучит. Там типа, ты что, штаны подказываешь? Ты что, дирижабль? Почему в шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International слишком злые улитки? Да нормальные вы. Нормальные улитки, вы чё? Так, тут сейчас про меня вопрос, вы готовы? Да. Почему на сольном концерте Максима Зайца все сутулые? Потому что проходки только собакам раздавали. Собаки сутулы. Так, продолжаем. Ребят, следующий вопрос. Почему в паспортном столе легкие гантели? Потому что мужчина, тяжелые гантели, когда подвезут, тогда и приходите. Вас много, а гантели легкие. И я одна. Правильно. Всё, И да. настроя. Да, ребят, спасибо вам большое, это было интересно, даже смешно, вот где-то. Неожиданно, да? Неожиданно смешно, да. Познавательно. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях участники Импров Минск Сергей Горох и Артем Гаус. Ребят, скажите, пожалуйста, вы как считаете, можно ли у нас в стране, в Беларуси, заработать на импровизации, вообще на юморе? Либо надо еще иметь какое-то дополнительное дело? У Макса оно есть, видите, он со мной сидит по понедельникам. Да, я сижу с Олей, этим зарабатываю. Да. Просто. Ей рекламные всякие отчисляются дивиденды, я такой Да. рядышком чуть-чуть, Может мне быть, чем-то упадет. занимаетесь помимо импровизации? Ну, мы чем-то занимаемся, но, наверное, не будет... У нас Нет, есть какая-то Спасибо. тактика, и Мы ее её придерживаемся. Звучит как что-то неубедительно, когда родители спрашивают, чем ты занимаешься. Ну, мам, я чем-то занимаюсь. Там, так, Артем, сейчас все гости собрались, тетя Люда, и сегодня юбилей. Скажи ты уже нам, наконец, чем ты занимаешься? Где ты работаешь? По Румынии еще? там туда-сюда шатаемся. Макс работает на ТНТ International в подъеме, да? А вы? Он, кстати, гордится. А, ты ушли от ответа. Конечно, всё-таки. я вас Где все равно работаем? я понял, достану. Где работаем? Где Отвечай. работаем? Где работаем еще? Я не Сейчас увижу кастрюлю вообще. с фонарем в лицо направим тебе будет. Да все вертится вокруг юмора в любом случае. Этот опыт никуда не деть. Я пишешь? еще больше не умею. Я пишу и иногда веду какие-то праздники. А пишешь кому, что, где? Пишу тоже, в основном, куда позовут, но, как правило, это какие-то телепродукты на российский рынок. Мгм. Это На в том российский числе туда. ТНТ, в том числе там СТС. Первый канал, СТС, да. Мгм. да. А ты, Сергей? Я, наверное, мой основной заработок — это стендап-комедия все-таки. То есть там как-то больше у меня денег получается Мгм. заработать. И импровизация. Тоже пишу, но не так много, как Артем, но пишу. Что-то мы с Максом часто... У нас есть такая тандема. То есть не только ты с ним сидишь, а еще бывает, я с ним сижу, пишу какие-то шутки. Да? С Да, Максом, вы должны да. подраться в конце за меня. Я Мы поделюсь. про жарку вот писали с Максом на ТНТ-4. Вы вдвоем писали? Ну, мы были в авторской группе. Какие вы молодцы.
Не, Но ребят, я не знаю. веду мероприятия. Там прикольно, потому что не получается. ребята писали про жарку за деньги, а мне просто, я знаю, там, ну, как ребята тоже, знаю ребят, которые там выступают, и мне просто писали, ну, накинь шуток. Я просто те же самые шутки тоже писал. Мне просто говорили спасибо, а ребятам платили деньги через месяц. Обидненько, обидненько. Ну что, ребят, сейчас еще несколько вопросов к вам. Они будут в формате Блиц. Мы задаем вопросы, вы отвечаете. Все просто. Коротенький вопрос, коротенький ответ. Погнали. Артем, самое раздражающее качество комика? Заносчивость. Что должно быть в хорошей шутке? Начало и конец. Что или кого сложнее всего сыграть? Для Макса умного человека. Для меня ребенка в космосе. А для тебя, Артем? Для меня сложнее Да. всего сыграть животное. Перевели все стрелки и потом, да, ответили сами. Что или кого проще всего сыграть? Для тебя животное. Для меня танцующего человека обязательно, чтобы он был, значит, Пластичный, на да? заводе работал. Да, вот я люблю таких мужичков, когда... Ага. Если сложить ваш ответ, то для меня идеальный образ тупое животное. Спасибо, пацаны. Что там по вопросу? Артем, комик, на которого ты равняешься. Кто тебе очень нравится? Скажите, когда 3 секунды останется. Мгм. 2. 2. Азамат Мусагалиев. Спасибо. Комедия или драма? Драма. Последняя прочитанная тобой книга. Моби Дик. Качество, которое тебе мешает в жизни. Лень. Качество, которое помогает тебе в жизни. Трудолюбие. Вы же нельзя же, не обязательно же только правду, да? Да. А когда над твоей шуткой впервые засмеялись? Думаю, в лет 19. Я вообще первые 19 лет вообще не шутил. У меня все одноклассники вообще недоумевают, почему я занимаюсь комедией, потому что в школе я вообще не был приколистом никогда. Был серьезным? Да, я когда закончил школу, почему-то начал заниматься только юмором. Ребята, мы знаем, что у вас для наших телезрителей подготовлен какой-то подарок. Расскажите, пожалуйста, про него. Артем будет рассказывать, а я пока буду показывать. Итак, вашему вниманию представляется майка хлопковая, состав 100% коттон. Немножко помятая, но это исправимо. Это наш логотип, Импров Минск. Мы еще раз всех настоятельно приглашаем. Мы там тоже разыгрываем такие подарки. Мы хотим просто привлечь как можно больше людей. И вы, дорогие зрители, приходите. Это первый подарок. И еще мы разыграем бесплатное приглашение на наше шоу, ближайшее, которое состоится после эфира. Дату мы пока не скажем, но сообщим вам обязательно в личные сообщения победителю. Отлично. Да, Можно, отличная пожалуйста... маечка, хорошо носится. У меня вот сын такой ходит. У тебя есть сын? Нет, Ну, просто я... Ну, как ты видишь, вот он ходит в ней, его пошел. Итак, уважаемые телезрители, как получить подарки от Импров Минск, а конкретно эту майку и приглашение на шоу? Нужно подписаться на аккаунт в инстаграме Импров Минск, подписаться на аккаунт нашего шоу и быть активными в течение недели. Среди 10 самых активных участников мы разыграем подарки. Ребят, спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в программу. Было интересно с вами побеседовать, особенно Макса, да? Все же Да, знаешь. да, я пошел. Спасибо, Да. что Тоже. пригласили. Спасибо, что Не-не-не-не. пригласили. Не-не-не-не. Олечка, спасибо Вот- большое. Спасибо, Ребята- у вас лучшая передача. Я, Ой. я был на вашей передаче как-то, и на меня подписалось рекордное количество людей. Не за один проект вообще, поэтому... Не подписывайтесь. Зрители, вы лучшие. Ой, Вы Импров- лучшие зрители, лучшая передача. Пусть на нас тоже подпишутся. У нас есть аккаунт наш, Импров Минск называется. Подписывайтесь, да? Подписывайтесь. Отлично. Спасибо вам огромное. Оль, ты сегодня, я смотрю, снова в Ноха, и выглядишь неплохо. Да, ты стихоплет, Макс, но вообще мне приятно получить от тебя этот комплимент, и я действительно много, ребята, вот ссылочка на магазин, проходите по ней, выбирайте себе интересные варианты и комплекты одежды, и будьте модными и крутыми. А я предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику под названием «Модный гардероб». Зима ушла, а с ней ушли и бесформенные пуховики, шапки и шарфы. Впереди время, когда можно уделить внимание деталям, а именно аксессуарам. Итак, на что же обратить внимание этой весной? Нашейные платки будут одним из самых модных аксессуаров грядущего сезона. Причем носить можно как маленькие, больше напоминающие галстук, так и большие, как будто из бабушкиного шкафа. Но желательно, чтобы они были шелковыми. Расцветка в этом сезоне мало кого волнует. Можно почти все. Главное, умело соединить с костюмом. Дизайнеры оперативно среагировали на эпидемиологическую ситуацию в мире и внесли в свои коллекции перчатки. В моде будут короткие перчатки и варианты до плеча, атласные и кожаные, в сетку и кружевные. В этом сезоне их можно носить везде и в любую погоду, от повседневных встреч до деловых мероприятий, ориентируясь только на свой вкус. Ну и на тематику мероприятия. И не забудьте про ремень. Этой весной ремни можно носить не только как функциональный элемент, но и поверх всего. Хотите подпоясать пиджак? Пожалуйста. Вечернее платье? Вообще не проблема. Но пояса в этом сезоне лучше выбирать
выбирать в виде цепей, ну или хотя бы с цепями, в виде веревки, которой вы как будто наспех подвязались, и с бахромой, длину которой никто не регулирует. Ну и в тренде остается пояс средней ширины. Цвет и материал выбирайте сами. И, конечно же, куда весной и летом без солнцезащитных очков. В этом сезоне дизайнеры предлагают обратить внимание на очки с крупной оправой, не только круглой и квадратных форм, но и, например, на 5, 6 и 7-угольники, на растянутые формы, родом из 90-х, или на очки треугольной формы. Вневременные авиаторы остаются с нами и в этом сезоне. В сочетании с желтыми, зелеными, розовыми или градиентными стеклами такие очки помогут вам быть в тренде. Но все же, ориентируясь на модные тенденции, не забывайте о своей уникальности. Друзья, наша работа на сегодня подходит к концу, а ваша только начинается. И пока вы не опоздали, мы прощаемся с вами. До новых встреч, друзья! Встретимся с вами завтра на телеканале ТНТ International. Пока-пока. Пока.